Здравствуйте! В эфире спортивная передача «Таймаш», где мы обозреваем самые знаковые события в мировом и нашем отечественном спорте. В студии я, Азирет Туратбеков. Мы начинаем. 20 сентября в Баку начался чемпионат мира по дзюдо 2018. Главный старт года под эгидой Международной федерации дзюдо объединяет 800 дзюдоистов из 129 стран. А стартовый день турнира был отведен под соревнования у мужчин до 60 килограмм и женщин до 48. Данный турнир стал историческим. Впервые в истории чемпионатов мира по дзюдо золото взяла 17-летняя девочка из Украины Дарья Белодед. В пуле «Д» спортсменка взяла верх над Дистрией Красники из Косово, Яосион из Китая и Галбадрах из Казахстана. В полуфинале украинка одолела олимпийскую чемпионку Паулу Паретто и вышла на финальное противостояние против действующей чемпионки мира Фуны Танаки из Японии. Заветный иппон принес Дарье победу и звание чемпионки мира по дзюдо. Таким вот образом, Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории. И вообще у Белодед вся семья состоит из спортсменов. Папа Геннадий Белодед, в прошлом известный дзюдоист, мама чемпионка мира среди юниоров, теперь они тренируют свою дочку. И как мы видим, союз мужа и жены чемпионов породил дочку чемпиона. Теперь Белодед осталось найти мужа чемпиона, а там уже их сын пойдет за золотом. Обращаюсь к нашим отечественным спортсменам. Почему бы и вам не повторить путь родителей Дарьи Белодед? Благо у нас есть прославленные борцы, бойцы среди парней и девушек. Думайте сами, решайте сами. Второе историческое событие прошло во второй день мирового первенства. Спортсмены из Японии Ута Абе и ее старший брат Хифуми Абе, действующий чемпион мира в категории до 66 килограммов, вошли в историю как первые брат и сестра, ставшие чемпионами мира в один день. Первой на татами вышла Ута Абе. В полуфинале она одолела француженку Амандин Бушар, которая занимает первое место в мировом рейтинге. Упорство, смекалка и безупречная техника обеспечили японке заслуженную победу в этом поединке. В финале ее ждала встреча с подругой по команде Ай Шишими. Ута Абе не испугалась действующей чемпионки мира и получила высшую оценку иппон. Чистая победа. Половина дела была сделана. Это первый титул чемпионки мира в карьере Уты Абе и наверняка не последний. Золотую медаль ей вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Хифуми Абе принял эстафетную, заданную сестрой. Разумеется, он полностью оправдал ожидания и не оставил соперникам ни малейшего шанса. В полуфинале Георгий Зантарая также не смог остановить японца на пути к золотой медали. Две оценки в Адзе-Аре обеспечили действующему чемпиону выход в финал, где его соперником стал Ерлан Серикжанов. Исход финального поединка был ясен с первых минут. Блестящая контратака Учимата и свершилось. Историческое событие. Брат и сестра стали чемпионами мира в один день. Министр молодежи и спорта Республики Азербайджан Азат Рагимов вручил двукратному чемпиону мира золотую медаль. Возвращаемся к нашим спортсменам. В Венеции прошел чемпионат мира по кикбоксингу среди кадетов и юниоров, в котором приняли участие кыргызстанцы. Об этом сообщили федерации данного вида спорта. Кыргызстан на данном турнире представляли 9 спортсменов. Кикбоксеры завоевали для страны 6 медалей, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. Так призерами стали Алмазбек Улу Чингисхан, взявший серебро, Азиз Бирухов бронзу, Мирбек Касымов, Бахытбек Арлетджан, Рустам Эшмаматов и Саидали Хисамидинов все по бронзе. Защитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Бахтияр Туйшебеков забил первый гол в Малайзии. 22 сентября прошел первый матч четвертьфинальной стадии Кубка Малайзии. Команда Туйшебекова Келантан на своем поле принимала команду Сабах. На исходе получаса игры Туйшебеков открыл счет в матче и вывел свою команду вперед. На 41-й минуте Сабах остался в меньшинстве, но сумел сравнять счет на 43-й минуте. Для Туйшебекова этот гол стал первым за время выступления в Малайзии. Так держать Бакет. И раз уж мы затронули тему многими любимого футбола, то давайте пробежимся по более значимым событиям из мира европейского футбола.
Криштиану Роналду уже не остановить. Он продолжает забивать за свой новый клуб туринский Ювентус. В матче против Фрозиноне форвард забил один из двух голов и помог упрочить старой сеньоре лидерство в итальянской серии А. Гол португальца пришел на 80-й минуте матча. Роналду, воспользовавшись неразберихой в штрафной Фрозиноне, сильным ударом пробил по мячу. Удаление в матче против Валенсии в Лиге чемпионов не сломило меня, заявил португальский нападающий. Мы, команда Таймас, желаем живой легенде больше мячей и чтобы мы еще пару-тройку лет наблюдали за игрой гол-машины по имени Криштиану Роналду. В Англии Ливерпуль рвет и мечет всех подряд. Очередной жертвой банды Клопа пала команда Саутгемптон, которую мерсисайдцы обыграли со счетом 3-0. Для Ливерпуля эта победа стала шестой к ряду в рамках чемпионата Англии. С учетом домашней виктории в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ, беспроигрышная серия команды Юргена Клопа достигла 7 встреч, что является рекордным результатом в истории Ливерпуля. Сейчас красные лидируют в турнирной таблице премьер-лиги. Но пока мы готовили этот материал, Ливерпуль вчера впервые проиграл в нынешнем сезоне. Поражение нанес лондонский Челси на стадионе Энфилд. Но все это проходило в рамках Кубка Англии. В АПЛ же мерсисайдцы также прочно стоят на первом месте с 18 очками в графе, а также возглавляют группу С в Лиге чемпионов. От туманной Англии переходим к холодной России. Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» выдали настоящий футбольный спектакль, забив на двоих в сумме 8 мячей. Отметим шикарный по красоте гол в исполнении полузащитника питерцев Алика Шатова. Пробил он по немыслимой траектории, так что вратарь Локо даже не решил смещаться в левый от себя угол, подумав, что мяч пролетит мимо ворот. А не тут-то было, прошу, вынимайте. Пожалуй, один из лучших голов сезона был забит на стадионе Крестовский 23 сентября. Ну а дальше «Зенит» уже было не остановить. Мячи залетали как из рога изобилия. Поначалу Лока резво отвечал, сделав счет 1-1. Но, как говорится, недолго фраер танцевал. Ерохин забивает второй мяч питерцев, затем Артем Дзюба в эффектном развороте вколачивает мяч в ворота вратаря «Локомотива» 3-1. А где есть третий, там и четвертый. По всей видимости, москвичам надоело быть в роли дорогой декорации, и они, сломя голову, побежали отыгрываться. И чести ради стоит отметить, что им это почти удалось. По исходу 86 минут на табло горели красивые цифры 4-3. Но футбольная фортуна в этом матче была все-таки на стороне «Зенита». И на 90-й минуте Дриусси со второй попытки прошивает такие ворота Гильермо, тем самым окончательно убив надежду болельщиков «Локомотива» на камбэк. 5-3. Спасибо за футбол, мужики. Лука Модрич. Именно так зовут футболиста, который прерывает десятилетнюю гегемонию Роналду и Месси в борьбе за звание лучшего игрока от FIFA. Лука Модрич провел действительно выдающийся сезон, взял очередной кубок Лиги чемпионов с Реалом, а также дошел до финала чемпионата мира по футболу вместе со сборной Хорватии, по итогам которого был признан лучшим игроком турнира. В финальном голосовании хорват набрал 29%, у Роналду, ставшего вторым, 19%. И тут мир разделился на два лагеря. Одни были довольны исходом такого голосования, а другие явно недоумевали, как Лионель Месси не мог попасть в тройку, а ведь должен был именно он забирать эту награду. Так кто же прав в этом споре? Судить уже вам. А вот меня лично заинтересовал тот факт, что Месси проголосовал за Роналду. Такого в истории еще никогда не было. Раньше они не голосовали друг за друга. FIFA представила подробные итоги голосования при выборе лучшего игрока года. И там сенсация. Криштиану Роналду в списке у Лионеля Месси, пусть и под третьим номером. Прежде аргентинец ни разу не голосовал за него. Это впервые в истории. На первое место Месси поставил Луку Модрича, а второе отдал Килиану Мбаппе. Роналду тоже никогда не голосовал за Месси и сейчас не стал нарушать традиции. На первое место португалец поставил Рафаэля Варана, второе у Луки Модрича, а на третье Криштиану поместил Антуана Гризмана. Это тоже неожиданность. Роналду редко голосует за игроков не из Реала.
Бой века, как его окрестили многие любители смешанных единоборств, все ближе и ближе. 7 октября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе в бою за титул чемпиона в легком весе сойдутся обладатель титула Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион Конор Макгрегор. О главном поединке на турнире UFC 229 было объявлено 3 августа 2018 года на пресс-конференции Ultimate Fighting Championship. Билеты на бой были раскуплены всего за 3 минуты в момент старта продаж 17 августа. Самый дешевый стоил $200, самый дорогой $2500. Макгрегор, возглавив рейтинг UFC в легком весе, стал обязательным претендентом на титул, которым владеет Нурмагомедов. Нурмагомедов является первым в истории дагестанским чемпионом UFC в легком весе, завоевав чемпионский пояс после победы над Элом Яквинтой на турнире UFC 223. При этом за 2 дня до турнира UFC 223 6 апреля 2018 года Конор Макгрегор стал зачинщиком резонансного инцидента, напав на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы. При этом тогда высказывались предположения, что произошедшее является лишь попыткой раскрутить возможный бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. Это сейчас оба этих бойца являются самыми обсуждаемыми среди всех представителей UFC. Но давайте отмотаем время назад и узнаем, как Хабиб и Конор добирались до одного из самых значимых боев в своей жизни. Год 1997. В возрасте 9 лет оба бойца уже занимаются смешанными единоборствами, только разными. Хабиб борьбой в сильде, Конор кикбоксингом в Дублине. Параллельно он играл в футбол в местном клубе Лурдес Селтик. Этот вид спорта ему нравился больше драк. В эти годы Макгрегор больше хотел стать футболистом, чем бойцом. 2000. Первые серьезные шаги. В возрасте 12 лет Нурмагомедов вместе с семьей переехал в Махачкалу, где продолжил заниматься вольной борьбой. Его отец в столице Дагестана открыл спортивную секцию для подростков. В ней и занимался Хабиб. Один из его наставников тогда стал Саид Ахмед Магомедов, заслуженный тренер России по вольной борьбе. Тогда же Макгрегор начал заниматься боксом. Среди его новых друзей появились такие люди, как Дин Бирд и Джейми Каванна, которые стали профессиональными боксерами. Год 2005. Оттачивание мастерства. Макгрегор становится чемпионом Ирландии по боксу среди молодежи. Хабиб в это время занимается дзюдо с лучшим другом отца, тренером Джафаром Джафаровым. Нурмагомедов уже находится под впечатлением от Федора Емельяненко и знает, что в будущем станет профессиональным бойцом ММА. Год 2007. Конор уже в деле. Первым в ММА дебютировал Макгрегор. В 2007 году он участвовал в любительских турнирах Irish Ring of Trust в Дублине. Хабиб пока только готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Год 2008. Профессиональный дебют. Год, когда оба спортсмена дебютировали в профессионалах. Макгрегор подписал контракт с ирландской Cage of Trust и начал там не слишком успешно. Из первых 3 боев он один проиграл литовцу Артемию Ситинкову. После этого он решил закончить со смешанными единоборствами и сменить профессию, но его с трудом переубедила мать. Хабиб в это же время выступал в промоушене Панкратион Этріум Cup и завоевал Кубок России. Год 2012. Хабиб добрался до UFC первым. Нурмагомедов дебютирует в UFC. К этому моменту у него за плечами 16 боев в профессионалах. Во всех он одержал победы, 12 из них досрочными. Первый бой в лучшей лиге мира против иранца Камала Шалоуруса. Поединок сложился тяжело, но Хабиб выиграл удушающим приемом в 3-м раунде. Макгрегор в это время еще дерется в турнирах Cage Warriors на территории Великобритании и Ирландии, одерживает там 7 побед подряд и становится самым популярным бойцом у себя на родине. Но год спустя случается событие, изменившее судьбу Конора. Дана Уайт, президент UFC, прилетает с рабочим визитом в Ирландию, где его тут же окружают поклонники Макгрегора, которые с пеной у рта требовали Дана Уайта взять Конора в UFC. Уайт соглашается, и они с Конором подписывают соглашение. Конор теперь боец UFC. Год 2014. Взлет Конора и важная победа Хабиба.
Макгрегор чувствует себя как рыба в воде в новой статусной лиге. Сходу одерживает там свои победы и выигрывает еще 2 боя у Диего Брандау и Дастина Пуарье, оба нокаутами в первом раунде. И та, и другая победа удостоилась премии за лучшее выступление вечера. Макгрегор закрепился в статусе звезды UFC и одного из самых зрелищных бойцов мира. Для Нурмагомедова этот год получился с одной стороны хорошим. Он победил одного из лучших бойцов промоушена, будущего чемпиона UFC бразильца Рафаэля дос Аньеса. С другой стороны, был и негативный момент. Во время подготовки к поединку с Тони Фергюсоном Хабиб повредил сухожилие коленного сустава и выбыл из строя на год. Год 2015. Доминирование Макгрегора в UFC. Для Макгрегора этот гол стал звездным часом. Сначала он нокаутировал немца Дениса Зиффера и получил бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе. Там его соперником был американец Чад Мендес. Его ирландец тоже победил нокаутом во втором раунде. А под конец года еще и эффектно защитил титул, вырубив Жозе Альдо на 13-й секунде боя. Все эти 3 победы были признаны лучшими за вечер. В это же время Хабиб боролся только с собственными травмами. Когда показалось, что он восстановился и готов вернуться, случился перелом ребра. Таким образом, в 2015 году россиянин в октагон вообще не выходил. Шансов как-то притормозить взлет Макгрегора у Хабиба не было. Год 2016. Большие победы обоих, первая стычка. Этот год пока последний, когда Макгрегор выходил в октагон. Он провел 3 боя в UFC, в которых одержал 2 победы. Но началось все с поражения первого в этой организации. В марте Конор решил подняться на 3-ю для себя весовую категорию полусреднюю. Но дебют получился неудачным. Нейт Диас устоял под натиском ирландца в первом раунде, а во втором задушил его. Спустя 5 месяцев Конор взял реванш у Диаса, все в том же полусреднем весе, но титул на кону не стоял. Победа была одержана решением большинства судей. В конце года ирландец защитил титул в легком весе, эффектно нокаутировав Эдди Альвареса. Ирландец стал звездой такой величины, что почувствовал себя переросшим UFC человеком и замахнулся на бой с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. В этот же год Хабиб успешно вернулся в UFC после травм, одержав 2 победы над Дарлом Хорчером и Майклом Джонсоном. Первого забил ударами, второго поймал на болевой. Победив Джонсона, Хабиб стал таки прямо требовать у Уайта титульного боя. Тогда же первые слухи и пошли о возможном его поединке с Макгрегором, так как бойцы повздорили на взвешивание перед турниром UFC 205. Подраться им не дали охранники. С этого и началась их личная история взаимоотношений. Год 2017 Макгрегору не до UFC. Самый скудный для обоих бойцов год в плане выступлений в UFC. Хабиб лишь однажды вышел в октагон, 30 декабря победил Эдсона Барбозу. Конор ни разу. Ирландец в 2017 году занимался бизнес-проектом под названием «Бой с Мейвезером по правилам бокса» и вполне преуспел в нем. То есть бой он проиграл, но денег заработал в разы больше, чем за всю предыдущую карьеру. Нурмагомедов разочаровал себя и болельщиков, когда не смог в апреле выйти в октагон против Фергюсона. За несколько дней до взвешивания он попал в больницу из-за усиленной весогонки. В сауне у россиянина случилась кратковременная потеря памяти, после чего по его команде поняли – дело плохо. Врачи не допустили Хабиба до боя. Год 2018. Хабиб забрал у Конора пояс. Нурмагомедов стал чемпионом UFC, победив в титульном бою Элая Яквинту. Изначально бой должен был быть против Фергюсона, но тот травмировал колено за 6 дней до выхода в октагон. Россиянин победил Яквинту единогласным решением судей, забрав все раунды, и первым из россиян получил самый престижный титул в ММА. Этим поясом до Хабиба овладел Макгрегор. Но из-за того, что он почти 2 года не проводил защиту, Уайту ничего не оставалось, как сделать пояс вакантным. Таким образом, в легком весе UFC появился новый король. Захочет ли Макгрегор вернуть то, что принадлежало ему, или предпочтет второй бой с Мейвезером? Узнаем уже 7 октября на T-Mobile-арене в Лас-Вегасе. На волне ажиотажа от предстоящего боя я решил спросить у жителей нашей столицы, кого же они больше предпочитают. Итак, внимание на экран.
Привет, любимые! Это Блиц-опрос, и мы начинаем. Здравствуйте! Спортивная передача «Таймаш», и мы хотели бы узнать ваше мнение. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов. Салам алейкум, Баки. Извиняюсь, Хабиб Нурмагомедов или все-таки Макгрегор? За нашего? За нашего? А кто из них наш? Нурмагомед. Нурмагомедов. Да. Все, спасибо большое, спасибо. Здравствуйте, юные леди. Извините, можно спросить, Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Конор. Конор? Да. Ух ты, а почему? Потому что, не знаю. Не знаете? Он красавчик? Не думаю. Ну, Хабиб, он мне не нравится, он высокомерным стал. А, вот. А вы можете как Конор пройти сейчас? Ох, спасибо большое, спасибо. Девушка, здравствуйте. Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Ой, не убегайте, я замуж вас не зову. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Ну, конечно, Конор. А почему? Потому что он красавчик. А, вот почему. Ну, вы за него, да, будете болеть? А за меня болеть будете? Да. Спасибо большое. ТВ Таймаш. Увидимся. Эджике, здравствуйте. Извините, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Ой, спасибо. Не надо мне, не надо. Не надо? Это не лекарство, это бойцы. Иди. Нет, спасибо. Спасибо большое. Вам всем трудящимся, здравствуйте. Извините, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Хабиб Нурмагомедов. Да? А вы как считаете? Кого считаете? Хабиб Нурмагомедов или все-таки Конор Макгрегор? Хабиб. Кто они? Кто они? Братья мои. Хабиб. Хабиб. А вы как думаете? Ассаламу алейкум. Да, спасибо большое. Ага, Конор все-таки. Все, есть соперник. Спасибо большое. Здравствуйте, извините, спортивная передача «Таймаш», и мы хотели бы узнать ваше мнение. Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Второй вариант. Второй вариант. Все, спасибо большое. Ассаламу алейкум, Баки, спортивная передача «Таймаш», и мы хотели бы узнать ваше мнение. Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Хабиб Нурмагомедов. А почему? Потому что Хабиб более серьезный, он и подходит к этому спорту серьезнее. Ну, а Конор, он шоумен, он никто. И Ух все. ты. Спасибо большое. Спасибо. Ассаламу алейкум. Скажи, пожалуйста, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Конор Макгрегор. Конор Макгрегор, а почему? Не знаю. Ты же вот сейчас с компьютерного клуба вышел. За кого ты бился сейчас? Я просто посмотрел. А, просто посмотри. Иди учись, мальчик. Давай, увидимся. С бокса. Ага, с бокса, ух ты. It's a sport program Таймаш, and I want to know, who are you voting for? Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Как? Извините, это не ТВ Гайгол и не Кырчоро. Спасибо большое. Конечно, за Хабиба вас. Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор? Футбол не знаю. А, футбол не все. Знакомый прикол. Спасибо, ребят, вы в тренде. Здравствуйте, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Нурмагомедов. Бекмамбетов еще скажите. А почему за него? Ну, потому что он сильный. Сильный. Красавчик. Из Кыргызстана. Ура! Хабиб из Кыргызстана. Спасибо большое. Мы за Хабиба точно. Спасибо большое. Спасибо. Нурмагомедов. А почему Баги? Он же мусульманин. А, спасибо большое. Спасибо. Кто это? Кто это? Спасибо большое. Hello guys, I'm sorry, it's program about sport and I want to know who is the winner, Conor or Khabib? Habib. Khabib? Why for? What? Why? Because he's great fighter. He's a great fighter. What do you think? Don't know. No, I don't know about that. Ah, okay. What do you I'll go think? with him. Okay, thank you. Thank you very much. Хабиб Нурмагомедов. Здравствуйте, это передача ТВ Гайгул и я Азиат Джикчиев. Можно ваши права? Я шучу, Байки, расслабься. Скажите, пожалуйста, Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Хабиб Нурмагомедов. Спасибо большое. Ну что ж, дамы и господа, на этом у меня все. Встретимся с вами на следующей неделе. Берегите себя и смотрите спортивную передачу «Таймаш». Для вас работал я, Азирет Туратбеков.